31 августа 1991 года считается главным днем и точкой отсчета для независимого Кыргызстана. Именно в этот день прошла внеочередная сессия Верховного Совета Киргизской ССР, где была принята декларация о независимости Кыргызстана. Весь 1992 год Кыргызстан налаживает международные дипломатические контакты, становится членом СНГ, а также вступает в ООН. В Бишкеке появляются новые дипмиссии. Также в этом году страна знакомится с Кумтором. Эта история продолжается до сих пор. 10 мая 1993 года Кыргызстан совершает еще один свой шаг к суверенитету. Появляется национальная валюта. У Кыргызстана она стала одной из первых стран бывших СССР. Тогда доллар стоил всего 4 сома. На данный момент он стоит в 21 раз дороже. 14 января 1994 года появился новый символ независимого Кыргызстана – герб страны. И тогда же зародилась традиция проводить референдумы по изменению Конституции. В первый раз было принято решение о том, что парламент станет двухпалатным. В 1995 году политики Кыргызстана начинают чувствовать вкус власти, тем более, что пришел новый выборный период, меняют парламент и президента. И если выборы в Джугурку-Кенеш прошли относительно спокойно, зарегистрировали всех и состав получился достаточно разношерстным, то с выборами президента случилось все интереснее. Выборы объявлены на год ранее, что стало полной неожиданностью для конкурентов Аскара Акаева, и он их выиграл с оглушительным преимуществом. В этот год он обещал экономические реформы, которые кыргызстанцы ждут до сих пор. В июле 1996 года Кыргызстан впервые принял участие в летних Олимпийских играх в Атланте. Медали не завоевали, но это был первый выход на международный уровень. 1997 год. Кыргызстан начал выступать на международной арене в роли модератора конфликтов. Так, именно в этот год в Бишкеке прошла встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с оппозицией. И эта встреча привела к завершению гражданской войны в Таджикистане. В 1998 году произошла авария у реки Барскон. В воду попало более 1500 тонн цианида. Пострадали более 2000 человек, 2 погибли. В июле 1999 года произошли трагические баткенские события, когда в нашу страну проникли боевики и захватили заложников с требованием открыть им коридор в Узбекистан. Совместными усилиями Узбекистана и России нашим удалось дать отпор боевикам. В октябре 2000 года в Кыргызстане прошли третьи президентские выборы, на которых в третий раз выиграл Аскар Акаев. Его участие в выборах оппозиция называла незаконным, но несмотря на это, Аскар Акаев все еще оставался у власти. И это стало одной из причин, которые привели к событиям марта 2005 года.